Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. С вами Влад Давыдов и программа «Итоги дня». Добрый вечер. Смотрите сегодня. Как будут развиваться районы? Руководитель региона работал в Алекминском районе. На какие отрасли и вопросы Айсен Николаев обратил особое внимание? Завтрашнее утро в теплых домах. Сегодня в полночь в Алданском районе стартует отопительный сезон. Готовы ли системы к стабильной работе? Информирован, значит вооружен. Представители Национального банка и Роспотребнадзора провели для населения День финансовой грамотности, о чем говорили специалисты. Чужой беды не бывает. Народ Нерюнгри деньгами оказал помощь болеющим и особенным детям, нуждающимся в поддержке. Игра силы, ума и скорости. Якутская сборная по американскому футболу поборется за Кубок Дальнего Востока. Готовы ли наши спортсмены, как идут тренировки? Лечение не прерывать и от учебы не отставать. В медцентре открыли образовательную площадку под названием «Учим, знаем». Для детей на лечении создали условия для учебы. Сегодня руководитель региона работал в Алекминском улусе. Особое внимание Айсен Николаев уделил развитию сельскохозяйственной отрасли, оценив работу животноводческого комплекса «Кладовая Алекмы». Кроме того, провел совещание по вопросам производства и сбыта сельхозпродукции и заявил, что одной из главных задач по развитию отрасли является обеспечение сельчан достойным доходом. Позже в Алекминском техникуме руководитель региона встретился с преподавателями и студентами. Ну а журналистов интересовало, как лидер Якутии следит за развитием арктических районов. Айсен Николаев сказал, что предстоит решить ряд острых вопросов, без которых развитие арктических территорий в дальнейшем просто невозможно. Безусловно, все улусы, и не только северные, будут мною посещены. Конечно, много вопросов. Вот в ходе ряда командировок, в том числе по северным районам, в частности, например, по Колымским, мы приняли ряд уже решений. Вот по Колымским приняты были решения по восстановлению после разрушительного паводка весной этого года. Вместе с тем, конечно, есть масса вопросов, которые требуют серьезного изучения и принятия решений. В частности, вопросы, связанные с восстановлением и дальнейшей эксплуатацией Северного морского пути, с развитием аэропортов севера, с вопросами промышленного освоения Арктики и вопросами сохранения экологии нашей уникальной территории, вопросы, связанные с жизнью наших коренных малочисленных народов Севера. Также сегодня Айсен Николаев внес на рассмотрение Государственного собрания Илтумен законопроект о распространении действующих республиканских льгот для пенсионеров, женщин, достигших 50 лет, и мужчин с 55 лет. Напомним, ранее в своем телеобращении по вопросам изменений пенсионной системы Владимир Путин заявил, что региональные власти сами должны решить вопрос о сохранении действующих льгот. Проектом, внесенным Айсеном Николаевым в Илтумен, предлагается сохранить действующий механизм назначения мер социальной поддержки для ветеранов труда. Он направлен на сохранение льготы и компенсации для ветеранов труда, достигших возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин, постоянно проживающих на территории Якутии. К другим новостям. Экологи Якутии намерены привлечь научное сообщество к комплексным исследованиям бассейна реки Вилюй для выработки рекомендаций по снижению негативного воздействия на реки, их теофауну, а также выработки решения заседания научно-технического совета. Так, с 20 августа Сунтарская экологическая инспекция проводит мониторинг воды реки Вилюй 2 раза в сутки. Результаты анализа доступны на сайте Министерства экологии. В настоящее время грязная вода уже прошла по силам суда. Вода визуально имеет вид обычной, нормальной воды. Анализы химического состава воды можно брать на сайте Министерства охраны природы. В настоящее время, до настоящего времени эта гибель рыб нами не зафиксирована.
Добавим, что в ходе внепланового заседания научно-технического совета Министерству промышленности и геологии региона рекомендовано разработать план мероприятий по разведке и оценке запасов пресных подземных вод в целях обеспечения альтернативными источниками водоснабжения населенных пунктов в бассейне реки Вилюй. Академии науки провести работы по комплексному мониторингу водных экосистем с отбором проб. Финансированием займется Алроса. После 20 сентября Алроса обещала до конца сентября дать полную информацию, и мы будем их рассматривать на заседании 3 советов. Это Народного фронта, Общественной палаты и нашего совета. Я думаю, это мощный общественный контроль над той ситуацией, которая появилась из-за того, что производственный процесс на Алроса был нарушен. Представители Национального банка и Роспотребнадзора провели для населения День финансовой грамотности. О чем говорили специалисты, слушала и наш корреспондент Лана Ильина. Современные технологии облегчают жизнь. Виртуальные деньги, интернет-магазины созданы для удобства человека. К сожалению, они упрощают жизнь и мошенникам. Как не стать их жертвой, рассказали и показали в День финансовой грамотности сотрудники Национального банка и Роспотребнадзора. Каждый россиянин, от школьника до пенсионера, должен быть грамотным в финансовом отношении. Такова стратегия, принятая правительством России еще в прошлом году. От действий мошенников никто не застрахован, даже будущие экономисты. Нам приходили сообщения, когда участвуешь в различных розыгрышах, например, ВКонтакте или в любых других социальных сетях. Приходили, причем создавали такие же страницы, как у администраторов групп, и, получается, писали сообщение, что вы выиграли, вот предыдущий победитель отказался, и поэтому выбрали вас. Схема проста. Хотите приз – заплатите. Сумма гораздо меньше, чем выигрыш, но бесплатный сыр, как известно, только в мышеловке. Как не стать жертвой? Студентам рассказали сотрудники Национального банка. Как защитить деньги от кибермошенников? Уже объясняли представители Роспотребнадзора. Деньги лучше снимать в учебных корпусах СФУ, например, в торговых центрах и проверенных банкоматах специальных. Например, вот за границей часто встречаются банкоматы, стоящие на улице, это уже непроверенные, и нужно обязательно ходить по банкоматам, которые находятся в здании. Почему? Потому что это безопаснее и меньше риска того, что мошенники установят свои там камеры, накладки на клавиатуру и так далее. Необходимо разбираться в финансовых организациях. Займы под выгодные проценты могут обернуться серьезными проблемами. Гражданин должен уметь отличить нормальную финансовую услугу от, скажем так, мошеннической, рассчитать свои возможности и силы в плане размера кредита, в плане стоимости. На каждого дурака найдется свой Остап Бендер. Крылатая фраза не сработает, если население уделит внимание финансовой грамотности. С учетом того, что в России уже провели 10 тысяч бесплатных лекций, великие комбинаторы скоро останутся без хлеба. Лана Ильина, Чулстан Накентьев, Якутск. Участие Якутии на 4-м Восточном экономическом форуме обойдется бюджету республики в 34 миллиона рублей. Сегодня на брифинге премьер-министр Владимир Солодов выделил 3 основных блока участия. Первый – обсуждение вопроса создания арктической территории опережающего развития. Второй – инфраструктура в республике, а именно развитие транспортного коридора «Северный широтный путь». И, по словам председателя правительства, ключевым элементом этого транспортного пути должен стать мост через Лену. Ну а третий блок участия Якутии в рассмотрении национальных проектов. Они будут направлены на рост экономики и качества жизни россиян. Также планируют подписать целый ряд инвестсоглашений о сотрудничестве. В этом году наш павильон представляет собой, он выполнен в форме такого футуристической головы мамонта с бивнями, торчащими из-под земли огромными. Уверен, что он привлечет внимание и позволит нам также продемонстрировать и привлечь внимание к инвестиционным проектам республики, ну а также показать во всей красе
нашу культуру, нашу кухню, наши изделия наших мастеров и показательные спортивные выступления. Правда, здесь мне хочется оговориться, что помимо показательных выступлений в этом году будет и серьезный турнир по масс-рестлингу из 26 стран. Якутская государственная сельхозакадемия сотрудничает с другими странами по обмену студентов. Проект работает с прошлого учебного года. Всего по программе обмена обучаются около 50 студентов. Первым шагом стало сотрудничество с Казахским агротехнологическим университетом. 10 студентов академии поехали в Астану. Такое же количество молодых людей прошли практику в стенах ЕГСХ. Кроме того, якутские студенты практиковались в Германии. На днях в Якутии приедут из Казахстана, а уже во втором семестре наши студенты поедут в Канаду. В данное время в Баварии находятся двое наших студентов, которые прилетают в сентябре. Они проходят практику, сельскохозяйственную практику. Также 11 наших студентов скоро выезжают по обменной программе в Казахстан. После Нового года со второго семестра мы планируем отправить на стажировку преподавателей по научным работам, по проектам, также студентов и аспирантов в Канаду, университет Лаваль. Конкурсный отбор обязательно, чтобы были хорошие проектные работы по научной теме и знание английского и французского языка. Сейчас короткая пауза, ровно 1 минута. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Завтрашнее утро встретить в теплых домах. Сегодня в полночь в Алданском районе стартует отопительный сезон. Готовы ли системы к стабильной работе зимой? Чужой беды не бывает. Народ Нерингры деньгами оказал помощь болеющим и особенным детям, нуждающимся в такой поддержке. Игра силы, ума и скорости. Якутская сборная по американскому футболу борется за Кубок Дальнего Востока. Готовы ли наши спортсмены, как у них идут тренировки? Лечение не прерывать и от учебы не отстать. В медцентре открыли образовательную площадку под названием «Учим, знаем». Для детей на лечении создали условия для учебы. Это Якутия-24 в прямом эфире. С вами Влад Давыдов. Программа «Итоги дня». Мы продолжаем наш выпуск. В Якутске заработала 20-я по счету теплая остановка. В каком районе и благодаря какой схеме открыли очередной объект, разбирался Дмитрий Тымыров. Wi-Fi и расписание автобусов в реальном времени. Крытый павильон появился на Дзержинского. Вместо маленькой неприметной остановки – архив. В условиях сильных и долгих морозов данный проект является необходимостью для нашего комфортного и безопасного использования общественного транспорта. Мы видим, что с каждым годом наш город Якутск становится краше и лучше. И в этом, конечно же, весомая заслуга наших городских властей. Проект по строительству теплых остановок начал реализоваться с 2014 года. За это время на территории городского округа город Якутск и его пригородов было построено 20 таких остановок. Это стало возможным благодаря государственно-частному партнерству. Теплые остановки строятся за счет концессионного соглашения между администрацией города и сообществом предпринимателей Якутска. Однако в будущем местные власти хотят поменять схему реализации проекта. Конституционное соглашение, он, например, дает ограничения, вот, например, на 10 лет или на 12 лет, а потом уже она должна возвращаться к городу. Но этот проект, он очень сложный, эта схема, поэтому мы все-таки решили строительство таких остановок перейти, например, на условиях аукциона. Горожане надеются, что теплых остановок в Якутске станет больше. Конечно, остановка... Так хорошо, что у нас открываются такие теплые остановки. Нас это только радует. Хотим, чтобы их было много. Было бы лучше, если в будущем их будут оборудовать еще и с теплыми туалетами. До конца года в Якутске откроется еще несколько таких теплых остановок. Ожидание автобусов, 40-градусный мороз станет для горожан действительно комфортным. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Сегодня в полночь в Алданском районе стартует отопительный сезон. Как заверяют коммунальщики, предварительные испытания все проведены, система отопления заполнены. Запуск объекта должен пройти без сбоев. Репортаж Руслана Павлова.
В ночь с 5 на 6 сентября начнется подача тепла потребителям Алданского района. Уже завтра утром люди проснутся в теплых квартирах, а из кранов должна бежать горячая вода. По крайней мере, так заявляет руководство теплоэнергосервиса, основного поставщика коммунальных услуг в районе. По объектам Алданского филиала теплоэнергосервис, все в стартовой готовности. Вчера произвели, холодные пуски, все проверили. Сегодня с 0 часов запуск будет без сбоев. То есть тепло будет подано? Тепло будет подано. Вызывала опасения теплоцентраль АРМЗ, которая отапливает половину жилфонда города. Однако к началу отопительного сезона на 100% готовы 2 котла из 3. И этого, по мнению специалистов, будет достаточно на этапе вхождения в зиму. Готово не все, но для того, чтобы запуститься, готов у нас 3-й котел, 2-й котел. И сегодня мы днем закачиваем систему, запускаем сетевые насосы и в 9 часов вечера уже начинаем отопительный сезон. Впрочем, сразу нагреть жилфонд не удастся, так как наружная температура воздуха всего плюс 4 градуса. Влияет на процессы отношения населения. Чуть батареи потеплели, люди начинают сливать с них воду в надежде, что они станут горячее. Проблемы возникают еще, с населением из-за слива теплоносителя. Это тоже очень такой немаловажный факт, что тяжело котельной набирать температуру. Напомним, что подготовка к отопительному сезону и вхождение в него находится под контролем местных и республиканских структур и профильного министерства. Коммунальщики же, в свою очередь, обещают, что постараются выдержать обязательства и на протяжении отопительного периода не допустят сбоев в работе. Руслан Павлов, Алдан. До международного турнира по вольной борьбе памяти легендарного якутского тренера Дмитрия Коркина остался всего 1 день. Все спортсмены уже приехали в Якутск. Накануне соревнований провели международную научно-практическую конференцию, курсы повышения квалификации для судей, которые будут судить схватки, и возложили цветы к памятнику прославленного тренера Дмитрия Коркина. По порядку и подробнее наш корреспондент Юрий Осипов. Сделаны последние приготовления. Спортсмены прошли последний этап подготовки. И уже завтра 11-й турнир, посвященный к 90-летию прославленного тренера, начнется. В этом году турнир памяти Дмитрия Коркина станет самым масштабным. 253 борца из 33 стран, 16 олимпийцев, 9 участников, 6 призеров и 1 чемпион. Размах турнира, международного турнира очень большой. И ответственность, конечно, большая. Вот. Спорт номер 1, это для нас, якутян, это все ждут, это праздник, спортивный праздник. Традиционно Гран-при проходит в начале октября, но 2018 особенный год. Сегодня 90 лет со дня рождения Дмитрия Петровича Коркина. Значение Дмитрия Петровича Коркина вообще в борьбе, вообще в развитии вольной борьбы, вообще в спорте в нашей республике, но не только в республике, а в то время в Советском Союзе, и вообще в мире огромное воспитание спортсменов, своя техника, соответственно, уникальная школа в то время. Переход на двухразовые тренировки, вообще методика подготовки. Призовой фонд международных соревнований – $180 тысяч. Главный судья уверен, таких турниров в мире немного. Победа на этом турнире сразу присваивается мастер спорта международного класса звания, поэтому очень это ценно. Судить схватки будут 15 арбитров. Для них проводят курсы повышения квалификации. Обязательно для таких масштабных турниров. Каждый из них имеет определенный опыт работы, и неспроста их как-то рекомендовали на суде международных категорий. Очень приятно отметить, что 2 представителя Якутии приехали, готовы сдать экзамен на судью международных категорий. Завтра в Якутске ждут президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили и главного тренера страны Дзамбалата Тедеева. Для тех, кто не сможет увидеть исторический турнир с трибун, будет возможность наблюдать за схватками в прямом эфире телеканалов НВК «Саха» и «Мамонт». Юрий Осипов, Григорий Хлопков, Павел Пахомов, Якутск. Инновационную образовательную площадку под названием «Учим, знаем» открыли в Национальном центре медицины. Это своего рода учебный класс прямо в больнице, чтобы дети, находящиеся на длительном лечении, сильно не отстали от школьной программы, рассказывает Кристина Якупова. У ребят ответственный день. Пойти в обычную школу в этом году не получается. Длительное лечение.
Теперь занятия будут проходить в Национальном центре медицины. Учителя приходящие из 35-й школы. Это замечательный проект, потому что дети, которые находятся у нас, это обычно районные дети, республиканские дети, которые из-за болезни приезжают к нам и находятся практически далеко от семьи, от любимых школьников, а сейчас они могут общаться с ними и получать знания. Федеральный проект «Учим, знаем» рассчитан на детей, которые находятся на лечении более 21 дня. В помощь ученикам планшеты, интерактивные доски. Занятия в больнице ничем не отличаются от занятий в школе. Ребята в новых учебных классах забудут о своей болезни и будут с радостью познавать новые знания. Наша задача была сделать все возможное, чтобы дети, несмотря на то, что долго болеют, чтобы их жизнь продолжалась, чтобы у них в жизни было что-то такое, что было до болезни. А, конечно, значительную часть жизни детей занимает школа, занимает детский сад, занимает образование. «Учим, знаем» действует в 25 регионах России. Еще в 10 учебные классы откроют в следующем году. Главная задача – не только наверстать школьную программу, но и отвлечь ребенка от тяжелой болезни. Кристина Якупова, Григорий Хлопков, Якутск. Сегодня, 5 сентября, Международный день благотворительности. Дату отмечают все неравнодушные страны, участницы Организации Объединенных Наций. В Якутии многие благотворительные фонды оказывают помощь малообеспеченным семьям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. Основу для системного подхода в сфере волонтерства создает проект «Добрая Якутия», который реализует Фонд будущих поколений республики. В рамках проекта проводят благотворительные акции, оказывают помощь многодетным. Также предусмотрена школа корпоративного волонтерства. В дальнейшем мы планируем развивать эту сферу. В День благотворительности мы призываем организации, некоммерческие организации совместно реализовывать наш проект, совместно с нами проводить акции, мероприятия и помощь детям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Международный день благотворительности отметили сегодня и в южной столице Якутии. Народ Нерингри деньгами оказал помощь болеющим и особенным детям, нуждающимся в такой поддержке, рассказывает Сергей Козюра. В минувшие выходные в Нерингри был организован благотворительный концерт «Дари любовь» в помощь маленькой Василисе, девочке с синдромом Ундины. Это редкий, но не смертельный диагноз, впервые выявленный в республике. Им страдают лишь около 1000 людей во всем мире. В данное время девочка с мамой находится в Санкт-Петербурге, где Василиса проходит подготовку к дорогостоящей операции в Германии. Ребенку остро необходим аппарат искусственного дыхания. Очень-очень всем благодарны и деткам, всем участникам, всем коллективам. И еще я очень-очень благодарна, безмерно благодарна врачам. На благотворительном вечере, организованном ЦКИД при активной поддержке «Такси Любимая», выступили творческие коллективы города и местная звезда Никита Мастан-Кузнецов, специально прилетевший с Москвы. Призыв о помощи был услышан. На концерт пришло большое количество неравнодушных граждан. Могу сказать, что случались чудеса. Шумаков Евгений Павлович приобрел за свой счет 120 билетов, которые он отдал в специальную коррекционную школу-интернат, где обучаются особенные детки, и все желающие вместе с родителями сегодня могли попасть на этот концерт. Стоит отметить, что, будучи владельцем службы «Такси Любимая», Евгений запустил акцию «Дари любовь», в которой с каждой поездки горожан часть оплаты за проезд перечисляется на счет специализированной коррекционной школы-интерната. Таким образом, «Такси Любимая» дает горожанам инструмент, который помогает, просто совершив поездку, помочь особенным деткам. Предприниматель, он должен на самом деле нести большую ответственность, то есть он зарабатывает, у него возможностей больше. А чем больше у тебя возможностей, тем больше ты и должен давать что-то, помогать как-то людям, отдавать самого себя. Не просто так деньги кинул и пошел, да, а ты должен хотя бы понимать, то есть прочувствовать это на себе. И самое главное чувство, когда ты помог и знаешь, что это благодаря тебе. То есть улыбка, счастье, радость. Помимо этого, предприятия Евгения Павловича осуществляют регулярную помощь центру «Тускул» и всегда, по мере возможностей, стараются оказывать поддержку всем нуждающимся в помощи.
К нам буквально месяц назад обратился ветеран, у него сломалась стиральная машинка, к нам это в городскую администрацию. Такая вот ситуация жизненная бывает. У ветерана нет в настоящий момент, здесь в городе, близких родственников. Мы, конечно, в кратчайшие сроки предприняли меры изыскать средства, как помочь ветеранам. Бросили клич среди предпринимательского сообщества, обратились к Евгению Павловичу, и в итоге он с радостью откликнулся и помог. Буквально через 2 дня была приобретена машинка и доставлена по адресу к ветеранам. Что мне понравилось, что быстро, не просил никакой рекламы, то есть, как это говорят, благотворитель. Главная цель благотворителя – это оказать помощь. Сложно поверить, но это первое за 15 лет интервью с Евгением. Являясь одним из ярких филантропов Нерюнгри, он не любит говорить об этом, предпочитая помогать делами. И призывает бизнес-сообщество Нерюнгри не быть равнодушными и объединиться во имя добрых дел. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Аял Амосов, Вадим Барашков, Нерюнгри. Якутская сборная по американскому футболу поборется за Кубок Дальнего Востока. Соревнование стартует 14 сентября во Владивостоке. Наша сборная встретится с командами из Хабаровска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре. Как у них сейчас идут тренировки, сюжет Анастасии Кобузевой. В американский футбол играют не только где-то там, далеко за океаном, но и у нас в Якутске. Не зря американский футбол назвали игрой для настоящих мужчин. Это большая физическая нагрузка, обилие силовых приемов и знания определенной тактики. Американский футбол очень агрессивная и жестокая игра. И женщинам здесь уж точно не место. Врачи, предприниматели, менеджеры, студенты. Якутская сборная по американскому футболу. Якутские ботуры. Молодая и перспективная команда. У ребят красная форма. Агрессивный цвет соответствует духу команды. В американский футбол Анатолий, педагог по профессии, пришел 3 года назад. Считается ветераном. За время тренировок и матчей десятки травм. Здоровый, да, у меня есть травмы колена, травмы пальцев, но это меня не останавливает, это больше меня стимулирует, и я развиваюсь, чтобы стать сильнее. Как говорится, сломанная кость становится только крепче. Тренировки 3 раза в неделю по 3 часа. Нагрузки собираются увеличить. Впереди Кубок Дальнего Востока по американскому футболу. Есть экипировка и огромное желание играть. Проблема одна – нет финансовой поддержки. Как может. То есть кто-то год копил, кому-то помогают, кому-то работа, у кого-то проездные есть, и таким образом, да. Ребята уверены, будет призовое место. Собираются развивать американский футбол в Якутии. Кто знает, возможно, через несколько лет игра для крепких парней станет культовой и в нашей республике. Анастасия Кобузева, Григорий Охлопков, Якутск. Таковы итоги дня. Смотрите наш телеканал Якутия-24. Будьте всегда в курсе. До свидания.